Разделять продукцию на содержащую и несодержащую заменители молочных жиров предприниматели обязаны с июля 2019 года. Тем не менее, это нарушение проверяющим встречается часто. В этом столичном супермаркете с наличием сопроводительных документов у предпринимателей все в порядке. Сейчас смотрим сроки реализации продукции, есть ли просроченная продукция или нет. И также наличие маркировки, то есть вес, производитель, состав, условия хранения. Для каждых наименований в этом магазине, как и положено, отдельное место. Все это делается в первую очередь для удобства клиента. Татьяна Маккойченко – специалист в отделе молочной продукции. Ежедневные обязанности она выполняет ответственно. Смена у нас начинается в 8:30. Мы приходим немножко заранее для того, чтобы подготовить магазин к покупателям. То есть мы выравниваем товар, снимаем просроченный товар с витрины, чтобы он не попадал в руки покупателю. Просматриваем, делаем контроль цен. То есть детские товары снимаются, детская молочная продукция снимается за 3 дня до истечения срока годности. То есть дети наше будущее, здоровье детей – это прежде всего это. Следующая точка в Магасе – оптовый склад. Сегодняшний рейд носит исключительно профилактический характер. Сотрудники напоминают администрации магазина, что просроченные товары необходимо убирать с прилавков заблаговременно. Такая продукция подлежит изъятию из торгового оборота. Ревизоры осматривают почти каждый продукт. Нарушений никаких нет. Молочная продукция должна быть разделена на натуральную и ненатуральную, так, если сказать простым языком. То есть без заменителя молочного жира продукция устанавливается на отдельные полки с указанием о том, что она действительно без заменителя молочного жира. Остальная продукция делится на другую полку. Точно так же указывается состав. То есть чтобы потребитель в целях экономии времени знал, какая продукция более натуральная, какая нет. Увидев низкую цену, покупатель очень часто забывает проверить срок годности и качество продукции. Главное, о чем не должен забывать потребитель, он имеет право вернуть просроченную продукцию. Знает об этом и Екатерина Пономарева. Для молодой мамы на первом месте здоровье ее ребенка. Она часто закупается в этом магазине. Для меня это вообще самые главные критерии по сроку годности, по свежести продуктов. Поэтому ходим только сюда, раз в 3 дня, наверное. Просто вдвоем живем в основном, поэтому мы не можем так быстро съесть. А так вообще магазин отличный, качество глаз. В общем, мне все нравится, и продукция их меня тоже устраивает. Если же раньше проверить качество возможно было только по шрифту и искаженной информации на упаковке, то сейчас появился более надежный способ. С 2020 года в стране вступил закон о маркировке продукции. Именно этот способ гарантирует потребителю качество товара. Для того, чтобы проверить оригинальность или другие критерии молочной продукции, достаточно навести камеру по QR-коду, и программа честного знака полностью выведет информацию о продукте. На сегодняшний день в Роспотребнадзор не поступают жалобы о просрочке. Однако были времена, когда в результате прокурорских проверок выявляли большое количество запрещенных продуктов в образовательных учреждениях. В некоторых молочных изделиях встречались плесень, кишечная палочка, следы свинца. А ведь такой товар бьет по здоровью. Любая продукция, если условия хранения не соблюдаются, также не соблюдаются сроки реализации продукции, она может привести к возникновению пищевого отравления. Если возникает пищевое отравление, в обязательном порядке необходимо обратиться за медицинской помощью для того, чтобы подтвердить диагноз пищевая токсикоинфекция и для того, чтобы к нам поступило экстренное извещение для проведения дальнейшего расследования. Подобные профилактические мероприятия у сотрудников Роспотребнадзора запланированы и по другим городам республики. Ведомство предупреждает предпринимателей, просроченная продукция может принести урон не только здоровью покупателя, но и кошельку владельца. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.